Ребята, у меня к вам один вопрос. Вы хотите учиться в гимназии? Да! Много, очень много. В последнее время мы говорим о воспитании, об образовании молодого человека. Но сколь много мы делаем в этом плане. В нашем городе зародилась еще одна форма обучения. Это гимназия. Вот с вопросом, что это за форма, каковы ее перспективы, мы и обращаемся к директору будущей гимназии города Нерюнгри, это Свистовский Анатолий Григорьевич, и просим его ответить на несколько вопросов. Так, Анатолий Григорьевич, в связи с чем возникла идея создания гимназии? Дело в том, что современная общеобразовательная школа, выполняя функции, предложенные ей государством о всеобщем обучении учащихся, не может в силу объективных причин, а именно большой загрузки учащимися классами, малой финансовой возможностью, достаточно много внимания уделять хорошим, умным, способным ребятам. Поэтому, выполняя наказы избирателей, мы решили в Нерюнгри открыть многопрофильную педагогическую гимназию, в которую по конкурсу отберем лучших, будем называть так, учащихся всех школ города Нерюнгри и постараемся дать им среднее образование на очень высоком уровне. Для этого утвержденное положение городским Президиум городского совета позволяет нам многие вопросы решить. А именно, у нас класс не более 20 человек наполняемостью. При изучении всех предметов он делится на две группы. То есть учитель будет работать с 10 учащимися. С 1 класса вводим иностранный язык. При изучении иностранного языка деление классов осуществляется на 3 подгруппы. То есть учитель работает уже с 7 учениками. Анатолий Григорьевич, ваша материальная база, проект школы, учительский состав, они чем-то будут отличаться? Программа обучения? Или это будет та же общеобразовательная школа, только вот на том уровне, на котором она и должна была быть? Нет. У нас создан экспериментальный учебный план. Разработан он креативным центром исследований Академии наук СССР. Специально для нашей гимназии. Мы проводим отбор учителей по конкурсу. То есть стараемся лучших учителей города объединить в одно целое педагогическое такое сообщество, которое позволит решить эти программы. Мы заказываем новые учебники по нашим профильным предметам. Те, которые, возможно, будут еще только в 93-95 году вводиться, у нас в России, например. Поэтому у нас имеется отличие не только вот то, что я говорил, в качественном обучении, которое позволяет с малым числом одаренных ребятишек поработать, но и в качественном подходе к проблеме обучения, то есть в решении тех задач, которые в настоящее время пока что отстают у нас от задач, стоящих перед школой. Будут ли у вас предметы, которых нет в общеобразовательной школе? Да, будут. А будете ли вы убирать предметы, которые есть в общеобразовательной школе? Нет, мы даем базовое образование. Базовое. То есть мы не отказываемся от элемента базового образования. Мы все предметы, которые обязаны изучить наши ученики, согласно закону о всеобщем нашем образовании, они будут изучать. Другое дело, в каком объеме эти предметы, которые мы считаем основными, профильными и так далее. И как? На каких учебниках? Мы во многие учебники исключаем, по которым учится средняя образовательная школа. Вводим новые учебники. Например, один из них – это такой учебник, как «География России». Видите, вот это новый совершенно учебник, разработанный, и для нас в том числе, коллективом учителей, работников научно-исследовательского института, который с нами работает. Вот он пойдет у нас, 8-9 класс. Этот как раз учебник «География России». Часть других предметов, например, профильные предметы по физике, химии, биологии в профильных классах, другие совершенно. Это не те учебники, к которым привыкла общеобразовательная школа. Анатолий Григорьевич, ваша база, где вы начнете работать и какова ваша перспектива? Начнем работать мы в помещении 17-й школы. Берем, тесним школу, мы и понимаем прекрасно, забираем 8 классных комнат для размещения 8 классов гимназии. Эта база явно недостаточная. У нас отличные отношения Президиума городского совета, вообще городского совета, народных депутатов к этой проблеме. Поэтому мы надеемся, что 24 числа мы решим вопрос о дальнейшем размещении гимназии на 92-93 учебный год, потому что она требует под себя колоссальную техническую базу. В наш век компьютеризации нельзя обойтись тем, что имеет средняя образовательная школа. Поэтому мы должны подняться на ступеньку выше, приближаться к тем образцам, которые есть у нас
в мире лучшие, чтобы наши дети, не самые худшие дети в мире, были бы так же, как и остальное. Обучение у вас будет платное? Нет, обучение будет бесплатное. Как попасть к вам в лицей? Ну, просто очень прийти сюда, подать заявление в 1, 2, 5 или 8 класс профильный, указать профиль в 8 классе. И ждать, когда 20-25 мая приедет московская комиссия. А почему московская? Вы сами не можете отобрать? Нет, мы сами могли бы отобрать по тем тестам, которые есть в мире. Но для того, чтобы и ликвидировать ту, будем говорить, психологическую обстановку, которая существует в городе, о отборе по блату, назовем вещи своими именами, спецотборе каким-то для учащихся этого привилегированного учебного заведения, мы пригласили совершенно непредвзятых, никакого отношения к Нерюнгри не имеющих людей, чтобы они только определили способности учащихся. Анатолий Григорьевич, есть ли аналоги гимназии в Советском Союзе? Да, такие аналоги есть. Открыты такие гимназии в Москве, в Ленинграде, Киеве. Я был в Смоленской гимназии, в Смоленском педагогическом лицее, в Московской гимназии номер 4, номер 68, номер 300. Но нужно сказать, что мы поработали неплохо. Положение нашей гимназии одно из лучших в стране. И когда я привез в Академию наук вот это положение, утвержденное городским советом, то они были очень довольны тем, что мы так вдумчиво поработали с этим Центром креативных исследований и забрали у нас это положение, чтобы пропагандировать его для других. Анатолий Григорьевич, ну вот гимназия, вот, допустим, в моем понятии, да, наверное, в понятии многих людей, это вот классные дамы, это форма гимназическая. Будут ли вот эти чисто внешние атрибуты в вашей гимназии? Вы знаете, что хотелось бы, если честно говорить, чтобы были вот эти внешние атрибуты. О классных дамах касаясь, у нас есть институт классных наставников. То есть у нас в каждом классе будет отдельно на ставке учителя работать педагог, как бы классный наставник, организующий всю учебно-воспитательную и внеклассную работу в классе. Только этим занимаясь. Следя за тесным контактом с родителями, за поведением ребенка, за его развитием. Кроме того, у нас в гимназии предусмотрено по штату 2 психолога. То есть мы можем, помогать в психическом развитии ребенка, следить за его психическим состоянием, чтобы перегрузки, которые у нас будут, естественно, не влияли на здоровье этого ребенка. А вот форма, вы знаете, в наш теперешний век, это даже трудно говорить, потому что она может вылететь в такую копеечку, что и платное обучение дешевле будет, чем форма для учителя. Хотя хотелось бы. Ну что ж, мне просто остается пожелать вам удачи, а нам в Нерюнгринском дождаться 1 сентября, когда на улицах нашего города, как поется в песне, появятся гимназистки румяные.